Ну, надо отдать должное, все-таки Меджлис выбирался до оккупации, и те члены Меджлиса, которые выбирали, в том числе региональных меджлисов или городских меджлисов того года, того времени, они выбирались для мирного времени. Поэтому это в основном своих интеллигентные люди, простые люди и те, которые готовы были в рамках одной страны бороться за права крымских татар. И поэтому те 2500, которых членов Меджлиса или делегатов Курултая, в том числе и бывших и предыдущих созывов, они все есть в Крыму, и они все борются. Это не значит, что их борьба окончена, и они тихо сидят. Нет, они борются. Они выезжают на международные площадки, выезжают сюда на материк, и мы слышим их голос, и я надеюсь, что и весь мир слышит их голос. Даже то, что они не присоединяются, не ходят на выборы, не голосуют. То есть они уже своим вот этим вот неприсоединением, они уже доказывают на самом деле свою упертость. И вот как мы в крымско-татарском народе говорим, вот это вот бойсон маган, вот это вот то, что ровные спины, они коленопреклоненные перед русским миром, вот так выглядит сейчас наш народ. Теперь касательно Хизбут Тахрир. Вот это последнее время и очень много, в том числе украинских СМИ, говорит о том, что именно дело Хизбут Тахрир, что это дело какой-то группы, отдельной группы ребят, или вот там от второй группы есть башкирское дело одно, башкирское дело другое. Здесь проблема в том, что русские идут по накатанной. Они идут по тем самым лекалам, которые они делали в свое время с Ингушетией, с Чечней. Они это делали в большевистское время. Они делали это и в Украине в свое время. То есть они разделяют народ на группы. Им так удобнее. Поэтому они даже внутри нас, вот это вот разделение сейчас, уже 2018 год, казалось бы, уже столько времени прошло. Должны были понять уже, что это все не работает. Наш народ это все выдержал. И украинский народ это все выдержал. Да и советский народ в свое время все это выдержал тоже. Советский Союз развалился. Но Путин все идет по тем же КГБшным своим лекалам и пытается имплементировать нам идею того, что вот есть террористы, экстремисты, есть остальной хороший народ. Он, пожалуйста, ходит в мечети, а мы мечети строим. Мы понимаем, для кого строятся эти мечети. Вот мы строим школы, мы понимаем, для кого строятся эти школы. Мы, как крымско-татарский народ, понимаем, что учиться там не будут наши дети и наши внуки. Это и вот при русском мире нас в Крыму нет. И поэтому вот это вот то, что судили сегодня не Хизбут Тахрир, сегодня судили не какую-то башкирскую группу, судили в том числе, когда судили Чайгоза, и когда судили Умерова, это все судилища, которые делает Путин, это делают судилища над крымско-татарским народом. И поэтому сейчас вот весь Крым смотрит, и это именно вот бізін халық, шынчик мына бұлар апстет хаджахолалар, енді бізін халқымыз шынчик бұлар yok elma тырышалар. Поэтому это именно вот трагедия именно сегодняшних дней, когда мировое сообщество должно услышать крымско-татарский народ и должно поддержать. Якщо ми говоримо про міжнародну спільноту, то на міжнародних майданчиках завжди піднімається питання кримсько-татарського народу, їх прав, переслідувань у Криму. І ви сказали, що, наприклад, українські засоби масової інформації, вони підносять справу Хізбут Тахрір як щось окреме. І тому в мене також запитання. Російська Федерація чи не намагається використати справу Хізбут Тахрір, мовляв, от є кримсько-татарський народ, а є також і терористи, щоб цю справу також підносити на міжнародних майданчиках і вносити смуту, мовляв, от не все так легко, так, і з кримсько-татарським народом, от, мовляв, серед них також і є умовні терористи в лапках, які є такими на думку Російської Федерації. Это абсолютно точно вы сейчас подметили, что это именно вот то, что хочет сделать Кремль. Вот есть ИГИЛ, так называемый Даиш, который борется за международный халифат. Вот посмотрите, весь мир же против ИГИЛ, весь мир же борется с ИГИЛ. Значит, а вот, пожалуйста, есть такие вот исламские группировки, которые, как Хизбут Тахрир, которые признаны террористической. Они выбрали любую, на самом деле, как бы организацию мусульманскую, которая была в Крыму или в Украине, и сделали из нее террористов. Все. А когда вы уже законодательно прописали, что это террорист, вам очень удобно. Посмотрите по всем этим делам, которых осудили сегодня ребят, там засекреченные 1-2 свидетеля, которых никто не видел, никто не знает,
и которые говорят о том, что они поддерживают нормы ислама. Посмотрите, если внимательно посмотреть, вот у вас сейчас Умер в студии, он может более детально все это разложить и показать. Потому что очень важно, что там нет состава никакого преступления в том, что эти люди просто хотят молиться и не хотят ходить в ФСБшные мечети, а хотят собираться с нами, сами им в этом отказывают. Хотя логично было бы, да, в 21 веке уже можно было бы понять, что не могут все одной веры быть, да, мы все верим в одного Бога, но люди хотят именно свои права получать, те, которые они видят. Теперь по поводу касается международного сообщества. Вот для международного сообщества Путин делает такие лекала. Посмотрите, вы боретесь с ИГИЛ, и мы здесь тоже боремся с террористами. Олег Сенцов, его же не судят как украинского гражданина, его судят как российского гражданина, и они его судят как террориста, посмотрите. Этот человек сколько раз голодал, он сам доказывая, но они его судят как террориста. Вот, кстати, вот эта статья, которая есть сейчас у Эдема Бекирова, «Лебеди» так называемые, которые называют их в тюрьме, 3 двойки, часть 2. Да вот эти вот лебеди, они есть и у Олега Сенцова в том числе. Но никто в мире уже не верит Путину, потому что солгавший раз, ты будешь лгать, и тебе уже дальше никто не поверит. Поэтому здесь судят, это не дело Хизб ут-Тахрир, это дело Украины и дело граждан Украины, которых незаконно вывезли в Ростов и незаконно судят. Именно судят только по одной причине, потому что судят крымско-татарский народ. Именно хотят сделать так, чтобы все остальные услышали, увидели, что или вы колено преклоняетесь и ходите, пожалуйста, и на выборы, и вот мы вам дали лидеров, которых там назвали лидерами вот этого продажного муфтия, и вот этот муфтият создали продажный, который, в принципе, уже можно смело сказать, что это ФСБшный муфтият, хотя в какое-то время еще можно было как-то их оправдывать, но сейчас уже этого оправдания нет. Вот те люди, которые сейчас в Крыму, и которые тоже называют себя крымскими татарами, вот те, которые именно на стороне Путина, на том коне, они крымские татары для нас. И они, я думаю, что для всего мирового сообщества в итоге потом тоже будут не крымские татары. Так вот, сегодня осудили вот этих вот ребят, осудили как крымских татар, как граждан Украины. Для нас. И ни в коем случае мы не делим их на белых, на красных или на зеленых, на каких-то еще. Они у нас едины все.